Приветствуем в мастерской программы «Зеркальце» всех, кто готов творить чудеса своими руками. Меня зовут Альфия, а вместе со мной сегодня творит Адель. Привет, девчонки! Если вы еще не поставили дома новогоднюю елку, то самое время сделать это. А если уже поставили, то самое время поставить еще одну. Мы сегодня расскажем, как вырастить новогоднюю елочку у себя дома. Нам понадобится карандаш, плотная бумага, зеленые нитки. Клей можно использовать любой, какой есть. А мы возьмем обычный, обойный клей. И все, что угодно для украшений. Давай за дело! Давай. Из нашей плотной бумаги сделаем форму в виде конуса. С термоклеем работаем аккуратно, только в присутствии взрослых. Основа у нас готова. Похож на колпак петрушки. Осталось обмотать зеленой ниткой. Прародительница моды и всего, что с ней связано, это обычная швейная нитка. Теперь уже никто не знает, кому пришло в голову изобрести ее. Когда-то людям приходилось сшивать между собой звериные шкуры. Кто-то догадался постричь животных и сделать из их шерсти нить с помощью веретена. Время не стояло на месте. Люди изобрели ткань, и швейные нитки стали тоньше и удобнее для сшивания. Но главный толчок развития нитяного дела дал гений всех времен и народов – итальянец Леонардо да Винчи. Он изобрел первую швейную машинку. Прибор, конечно, получился несовершенным, а главное, не было подходящих для него ниток. Девчонки, обматываем плотно. Нитками обмотали, клеем обмазали, подождем, пока она подсохнет. А пока она в процессе, вспомним бабушкин совет. Впереди длинные новогодние каникулы. Все это время в каждом доме будут благоухать зеленые красавицы, елки. Прощаться с ними совсем не хочется, поэтому у некоторых они живут дома до весны. Зеркальце советует убирать елку сразу после праздников. Расскажем, как это сделать правильно. Прежде всего снимаем украшения. Сначала убираем все, что под елкой – мишуру и искусственный снег. Постелите вокруг елки старую скатерть или другую материю. Если дерево вдруг упадет и игрушки разобьются, их можно будет безопасно свернуть и выбросить. Игрушки начинайте снимать снизу, так будет удобнее дотягиваться до верхних. В последнюю очередь снимаем гирлянду и аккуратно сматываем ее. Саму елку лучше завернуть во что-то, прежде чем вынести из дома. Если у вас пол из ламината или паркета, сметите с него иголки перед тем, как пылесосить, иначе пылесос может сломаться. Если на полу ковер и в нем остались елочные колючки, посыпьте его пищевой содой, а затем пропылесосьте. А теперь ставьте свежую елочку и наслаждайтесь праздником. Осторожно вынимаем основу. Осталось ее украсить. Я уже давно готова.
Когда-то украшения для елки были исключительно съедобными. На ветках красовались вафельные и сахарные фигурки, орехи, фрукты и овощи. В 18 веке им на смену пришли картонные украшения, бумажные цветы, проволочные фигурки. Потом появились елочные шары, технологии пошли вперед, фантазия разыгралась, и из стекла стали делать не только шары, но ангелочков и животных. Виды игрушек менялись, но сияющие шары всегда были в моде. Кстати, самый большой елочный шар изготовили в Петербурге в 2003 году. Он синего цвета и украшен серебряными снежинками и весит почти тонну. Мы ничего не забыли? Вроде бы нет. Елочку мы украсили, а идею по созданию прически для вас и нас чуть не забыли. Смотрим и запоминаем! Елочка готова! Можно сделать целый лес к Новому году. Отличная идея. Если вы, девчонки, придумали что-то интересное, присылайте ваши фотографии и описание ваших работ на почту телеканала Тамыр. Поделитесь с нами своими придумками. А мы поделимся своими. До скорой встречи! Всем пока!